Мэр поинтересовался у представителя МЧС по охране города Сухум обращениями граждан, у которых во время урагана пострадали машины. На сегодняшний день сотрудники МЧС выезжали по 4 случаям повреждения автомобилей, и еще 4 граждан обратились сами в МЧС, но не предоставили пока все необходимые документы. Мэр отметил, что справки должны быть составлены в ближайшее время, чтобы в дальнейшем пострадавшим можно было оказать помощь. Позже обратиться мы не сможем установить факт, что это произошло в результате стихийного бедствия. Начальник СОЭС Тимур Джанджоли доложил, что завершаются работы по восстановлению энергоснабжения в районе Маяка. В этом районе также не работает троллейбусное сообщение из-за обрыва проводов. Помимо Маяка, где у нас еще острая ситуация? Вот таких больших проблем больше у нас остались мелочи. По Сухуму троллейбусы уже ходят по другим направлениям. Новый район Рынок и старый поселок Рынок. Все опоры, которые будем ставить по Кудорскому шоссе для обеспечения троллейбусной линии, они должны быть выполнены качественно. Начальники домоуправлений доложили о текущей ситуации по ремонту кровли домов. Джона 86 фиалга могу 86 ребята туда пришли. Там вопрос в чем? Само покрытие, которое сейчас есть шиферное, оно уже обветшало. Эй, нас? Захинджера ялс, в принципе, информация по зиге штах виногинах усурокам юбков манкана ячу. А Вардания бижба ячу, а гиртка. Ячу Вардания бижба. Лес привезли, занимают. Глаза Шахарана новый район, я чуть не раз ну, в основном зиге япошный хатаз, алгерцы, хагзан, ялгерц, абра фрейнука алханео, капитальный ремонт хахявца, я не массив гумистаю амшкар бейнер, яхнахи. Яхнах? Да. Океады на зарок. Мэр Сухума поручил в течение дня предоставить данные по площади кровель пострадавших многоэтажных домов. Астаму Рашева проинформировала о ситуации по детским садам. По уточненным данным, пострадало 7 детских садов. Уже завтра все они смогут принять детей, кроме сказки. Там для ликвидации последствий стихии понадобится еще 1 день. По школам самая сложная ситуация в 7-й средней школе. Одно крыло школы осталось без кровли. Детские сады, за исключением детского сада «Сказка», будут принимать детей. Всех. По детскому саду «Сказка» я не знаю, как восстановится, как электричество. Из самых сложных ситуаций это вопрос 7-й школы. Там порядка 300 квадратных метров кровли снесло полностью. Что касается учреждений медицины, также пострадала крыша республиканской детской больницы. Во многих детских садах упали деревья, которые давали тень в солнечную погоду. Беслан Ишба отметил, что сажать деревья будут во всех местах, где они упали, но сначала надо устранить более сложные проблемы с жизнеобеспечением города. В тех местах, где вырваны деревья, в обязательном порядке мы будем там высаживать, независимо это детский сад, школа или проспекты, наши улицы, так или иначе. Это мы чуть позже этой задачей займемся. И поговорим еще со специалистами, в какой период лучше что-то сажать. Все это восполним. Директор муниципального управления благоустройства Саид Курипа проинформировал, что уже завтра уберут все деревья, которые упали на строения или дома, в том числе частные. Также уличное освещение по всему городу восстановят в течение сегодняшнего дня. Завершающие работы проводят по Гадурскому шоссе, где наиболее пострадали столбы и линии электропередач. Также вода будет подана жителям Келасура, Синопа и других районов, где получают воду от Келасурской водонасосной станции. Мадина Абганба, Алексей Агухава, пресс-служба администрации города Сухум.